Как вести себя в православном храме? Где находится единственная икона-подлинник? И почему отмечают Медовый Спас? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Порой в жизни человека случаются такие моменты, когда ему хочется зайти в храм. На то могут быть разные причины – ради любопытства или же за компанию с друзьями. А может быть, с искренним желанием быть воцерковленным, то есть стать полноценным и равноправным членом церкви. Вариантов может быть много, но в любом случае в храме необходимо соблюдать определенные правила, чтобы не оскорбить своим поведением находящихся в нем людей. Начнем, наверное, с камней притыкания, с которым приходится сталкиваться при вхождении на территорию храма или в сам храм. Первый камень притыкания – это врата. У нас есть узкие ворота, есть широкие ворота, которые въезжают уже машины или выезжают. Некоторые люди, идя с той стороны, проходят мимо открытых широких врат и заходят в узкую калитку, когда удобно зайти отсюда, допустим. Вот. Чем аргументируют? Цитаты из Священного Писания, где сказано, что узкими вратами надлежит войти в Царство Божие, Царство Небесное. Вот. Но узкие врата, здесь имеется в виду, это наша жизнь. То есть через скорби, через страдания, через ограничение себя в дурных поступках. Вот это и есть узкие врата. Широкие врата – это вседозволенность. А люди путают, думают, что реально широкими вратами нельзя входить, узкими можно. Так что здесь бояться не надо. Спокойно можно зайти в узкую калитку, спокойно можно зайти в широкие врата. Вот. При этом, входя на территорию храма, мы 3 раза накладываем на себя крестное знамение. То есть во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Делаем поясной поклон. И так 3 раза крестимся, кланяемся и уже заходим на территорию храма. Далее хочу подвести к определенной табличке, где указано, в каком виде стоит заходить, в каком виде не стоит. Допустим, в чем нельзя заходить мужчинам? Это майка в качестве верхней одежды, то есть чтобы плечи не были открыты. Желательно, чтобы до локтя была верхняя одежда прикрыта. Дальше шорты обычные и удлиненные тоже нельзя в них. Это не спортзал, в них заходить нельзя. Сланцы не солидно. То есть желательно брючки, футболочка или рубашка для мужчин. Для женщин что нельзя? Майки, платья и блузки на бретельках, платья и блузки без рукавов, декольте глубокое, джинсы, брюки, бриджи, особенно обтягивающие, шорты, юбки выше колен, особенно мини-юбки, сланцы. Не рекомендуется. То есть что нужно? Чтобы, заходя на территорию храма, женщина должна быть в юбочке, хотя бы до колен. Дальше плечи, грудь прикрыта. Если она затем хочет зайти в храм, то еще и платочек должен быть на голове. Естественно, ни на территории храма, ни около храма курить нельзя. Вот. Если же в дальнейшем человек хочет зайти в храм, нужно еще отключить сотовый телефон. Для тех людей, кто по незнанию или там спешил с работы, или еще откуда-то вот из сада там, ну, или там с больницы пришел, и женщины говорят, у нас нет вот ни юбки, ничего. Пожалуйста, на выбор у нас висят юбочки, висят платочки, лежат вот здесь вот и висят, и лежат. То есть можно прийти, спокойно юбочку надеть, платочек надеть, зайти в храм. Вот, без проблем. Такие наборы юбочно-платочные находятся в каждом храме. То есть у нас настоятель об этом заботится. С мужчинами, конечно, сложнее, которые приходят в шортах вот, и пытаются на себя надеть юбку. Здесь, конечно, я не сторонник того, чтобы мужчина на себя надевал юбку. Как бы ему не хотелось ворваться в храм, лучше остановиться, развернуться, дойти до дома, надеть брюки и спокойно зайти в храм. Вот. Ничего сложного, ничего страшного в этом не произойдет. Вот. А женщинам я вообще советовал, конечно, как вот апостол пишет в своем послании, что одежда женщины должна быть целомудренной. То есть она не просто там должна быть мужская или женская, она должна быть в принципе целомудренная, не вызывающая ни у кого соблазна. Потому что, опять же, в Евангелии сказано, горе тому человеку, через который придут соблазны. Вот, лучше мельничный жернов и воду утопить, нежели он кого-то соблазнит. Вот, поэтому женщины, верх прикрыт,
коленочки прикрыты, головушка прикрыта, мужчины, брючки, рубашечки, футболочки. Спокойно, уже без нервотрепки заходите в храм и молитесь. Хотя некоторые говорят, что какая разница, в чем я захожу. Я же иду к Богу, Господь меня во всем видел. Один на один перед Богом можешь в чем угодно. Но когда появляется другой человек рядышком, третий, четвертый, то есть правила этикета, правила поведения. Мы живем в обществе, где должны быть свои нравственные нормы. Православные должны их в первую очередь соблюдать. Мы должны быть ориентиром для остальных. А если у человека на груди крест православный, а сам он надет, как, извините, блудница, ну или крест снимать, или одежду другую надевать. По-другому третьего не дано, как говорится. Перед тем, как зайти в сам храм, мы также накладываем на себя трижды крестное знамение, делаем поясные поклоны и заходим уже в сам храм. На входе в храм, во всех храмах, находится панихидный столик. В некоторых храмах с правой стороны, в некоторых с левой стороны. Это не принципиально. Вот. На этом столике можно поставить свечки о упокоении всех своих сродников. Вот. Его даже специально покрывают маслицем, чтобы когда свечки текли, падали, потом не отковыривали воск, а его просто так аккуратненько кисточкой сняли, и он так раз вот сползает. Свечку поставили и своими словами попросили у Бога прощения за всех своих сродников. Кого помним по именам, просто встали, перекрестили и сказали: Господи, прости, упокой этого человека, этого. Упокой их душу в горних селений со святыми Твоими, сотворим вечную память. Если же мы кого-то не знаем по именам, забыли там какого-то знакомого, может быть, с кем-то пересекали жизнь и узнали, что он умер, можно просто сказать: Господи, помяни всех людей, с которыми я сталкивался, всех моих родственников, которые были в моем роду, имена Ты их сам знаешь, прости их души и упокой в горних селениях со святыми Твоими. То есть своими словами, как лежит на сердце, так и вы скажите. То есть молитва – это беседа с Богом, это прошение, это благодарение, это словословие. То есть выскажите свои эмоции, свою печаль, свою радость своими словами Богу, а Господь все примет. Просто для того, чтобы не путаться, у нас есть уже специальные молитвы о здравии и о упокоении. Вот. Если человек знает эти молитвы, можно этими молитвами обратиться к Богу. Если не знает, своими словами. Просто кратенько. Господи, прости, упокой всех сродников, всех, с кем я был знаком. Прошли далее в храм, перекрестились также, свечку поставили. Господи, помяни о здравии всех, кто у меня есть в роду, всех моих друзей, знакомых, родственников, там, крестников, кумовьев, и кого хочется всех перечислить. Вот, даруем здравие, даруем спасение, вот, и во всем благое поспешение. То есть высказали, что на сердце лежит. И так получается, и о здравии помолились, и о покоении. Ну, конечно же, о себе не забудьте. Господи, и меня грешного помяни, даруй мне разумение, вот, сделай меня нормального человека, православного. Об этом тоже помолиться. В кассе вы можете заказать записочки о здравии и о покоении. Записывайте имена своих родственников, ну или себя, в родительном падеже, кого чего, допустим, о здравии, там, Василия, Дарьи, о упокоении, там, Александра или Александры. Вот. И затем уже в кассу подаете, они вам говорят, какое пожертвование. Вот. И далее уже эти записочки относят в алтарь. И во время литургии за каждого из этих ваших сродников вынимается частичка из просфоры, которая потом опускается в кровь Христову. Вот. Можно также заказать еще молебен, акафист о здравии, панихиду или литию о упокоении. Можно заказать 40 уст о здравии и упокоении на 40 дней, на полгода, на год. И в течение этого времени в храме будут ваших сродников поминать. Можно также приобрести свечку, тонкую, толстую. Это просто насколько вам позволяют ваши средства. Хотите толстую, позволяет средства, приобретите толстую. Если у вас нет вообще возможности, человек приходит, говорит, у меня нет возможности ни свечку купить, ни записочки поставить, записать. Без проблем. Вы можете записать, сказать, нет. Я думаю, вас не выгонят. Вот. Можно вообще просто зайти в храм,
Ни свечки не ставить, ни записки не заказывать. Просто стоять, Господи, и поговорить с Богом о своих проблемах, о трудностях, рассказать, пообщаться с Ним. 5 минут зашли и вышли. Вот. Опять появилась возможность. Опять вот элементарно просто. Идете на работу, забежали на 2 минутки, перекрестили лоб. 2-3 предложения Богу сказали, 5 перекрестили и пошли дальше на работу. Вот. А если есть возможность, время, то, пожалуйста, на всю службу пришли или на молебен отдельно. Уже смотря по вашему времени. Некоторые люди приносят также в храм различную еду для поминовения своих усопших. Вот. И в пакетики с едой кладут различные записочки. Вот такие, например, о упокоении. Что дальше происходит с этой едой? Эту еду часть идет в трапезную, где кушают работники храма, допустим, часть раздается, вот, а записочки эти, они поминаются священниками за богослужением или же за панихидой, которая после литургии совершается. Есть еще практика, когда приносят в трапезную еду, также из нее приготавливают пищу, которой кормят уже работников, и записочки эти поминаются уже в трапезной перед тем, как садиться кушать. Еда, свечи, деньги, которые кладут на пожертвование, это все есть проявление вашей любви, за которую Господь милует ваших сродников, прощает их грехи. Вот. То есть не конкретно, там, допустим, я 100 рублей положил, там, значит, 3 греха мне отпусти. Я там баночку меда поставил, ты мне 5 грехов отпусти. Нет, человек приносит, что может дать Богу. Он говорит, вот я сегодня могу денежку пожертвовать. Хорошо, клади. Я хочу сегодня свечку поставить. Без проблем. Я хочу, вот, чтобы люди покушали, помянули моего сродника. Без проблем, пожалуйста. Все это есть проявление нашей любви. И Господь за эту любовь нас уже, и тех сродников, за которых мы это все принесли, милует. Заходя в храм, мы направляемся к главной иконе, к центральной иконе, которая лежит на аналое в центре храма. Обычно это или праздничная икона, или же икона всех святых, если такого знаменательного большого праздника нет. Вот. Или же икона, чье имя носит храм. Допустим, у нас храм в честь целителя великомученика Пантелеймона. Вот. Его икона может находиться. Вот. Если, допустим, праздник будет вот у нас воскресенье, изнесение древ животворящего креста Господня, здесь будет лежать крест. В воскресный день здесь лежит икона Воскресения Христова. То есть на определенный праздник лежит праздничная икона. Если большого праздника нет, лежит икона всех святых. Прежде чем приложиться к самой иконе, мы дважды накладываем на себя крестное знамение и устами прикладываемся к иконе. Затем еще раз крестимся, кланяемся. Если на иконе изображен святой в полный рост, то мы можем поцеловать изображение в ноги, в руки, в плечи. Если на иконе поясное изображение, то мы прикладываемся или к рукам, или к плечам. Никогда в лик святого или там Христа или Божью Матерь не целуют. Только руки, плечи или ростовая икона, ноги. По бокам от иконы находятся подсвечники, куда можно поставить свою свечу. Но это как наша жертва Богу за нашу жизнь, за жизнь наших близких. В храме можно поставить на любой подсвечник свечку о здравии, а в притворе специально стоит столик, где ставят иконы за упокой. Ну, обычно делается так. Зажгли свечку. Затем есть ошибка, когда люди начинают вот так наклонять и капать внутрь отверстия воск. Этого делать не стоит. Лучше нагреть основание свечи и поставить свечку туда. И она будет спокойно стоять. При этом подсвечник остается чистый. Вот. Есть такая ошибка у людей. Ну, как сказать, не ошибка, а желание поставить во что бы то ни стало свою свечку. И когда все свечами уставлено, человек приходит, смотрит, свечки еще не догорели, он берет чужую свечку, убирает, свою ставит, а эту куда-нибудь выбрасывает. Вот. Это делать не стоит. Вы просто-напросто можете, придя со своей свечкой, запалить ее, если здесь все заставлено, потушить ее и положить просто на подсвечник. И когда все свечи догорят, или какая-то свечка быстрее догорит, вашу свечку работники храма подойдут, обязательно зажгут и поставят на подсвечник. Вот. То есть ваша свеча все равно будет стоять. Есть еще другая ошибка, когда люди поставили свечку и стоят, ждут, когда же она догорит до конца. Этого тоже делать не стоит. Поставили,
помолились, перекрестились и отошли дальше. К другой иконочке пошли помолиться. Или, если спешите, можете уже идти по своим делам. Вот. Далее. Есть места в храме, куда прихожанам заходить не стоит. То есть, допустим, ступенечки за центральным аналоем. Они нужны священнослужителям для того, чтобы исходить из алтаря, входить в алтарь. Вот эти два места, где у нас находится правый и левый хор. Туда тоже прихожанам заходить не стоит. Греха, конечно, в этом нет, но это, так сказать, помещение не для всех, вот, а для работников храма, для тех, кто поет в хоре. В алтарь туда заходить могут только мужчины или мальчики, которые являются или священниками, или прислуживают при алтаре, то есть послушники или алтарники. Вот. Простым прихожанам туда тоже заходить не стоит. Вот, если нет на этого специального благословения от настоятеля храма. Есть еще одно такое заблуждение, что между подсвечником и иконой вот так проходить нельзя. Можно. Это можно. Вот здесь ходить не стоит. Хотя тоже смертного греха в этом нет. Ну, просто правила поведения не рекомендуют ходить между, аналоем и уже амвоном. А здесь, пожалуйста, вы можете с этой стороны подойти к иконочке, приложиться. Можете с этой стороны пройти. Греха в этом нет. Ну, просто вот некоторые бабушки прям настороженно так отдергивают. Ой-ой-ой, нельзя проходить там ни в коем случае. Можно. Не пугайтесь, это делать можно. Что нельзя делать? Нельзя во время богослужения разговаривать и ходить по храму. Нежелательно во время богослужения ходить, ставить свечки. Вот у нас бывают моменты, когда, допустим, идет причастие, и люди ходят по храму, ставят свечи. Свечи по старым традициям ставили до начала литургии, приходили, пока еще богослужение начиналось, затеплили свечки, встали на свое место и молились. Литургия заканчивалась, если возникало желание или кто-то еще приходил, после совершения литургии также подходили, ставили свечки. И есть работники храма, которые как раз вот следят за тем, как догорают свечи. То есть не каждый подходит желающий. А человек стоит специально, смотрит, свечка догорела, ее затушил, убрал, другую поставил. Вот. То есть здесь бояться не стоит, что мою свечку забыли или она там как-то не так сильно догорела. Вот. Главное, вы свой дар сделали. Далее. Можно ли во время богослужения сидеть? Можно, но не всегда. Есть определенные моменты во время богослужения, когда можно присесть. То есть, когда читается псалтирь, во время чтения часов, вот, но когда, допустим, читается Евангелие, совершается малый вход, великий вход, когда совершается таинство Евхаристии, когда выходит уже на причастие, там, естественно, сидеть не следует. Вот. В случаях, когда человек болящий, и он стоять не может, да, можно присесть. Или, допустим, беременная женщина, она тоже не может стоять, ей тяжело, можно присесть. Вот смертного греха в этом нет. Присели, посидели, силы есть, опять встали, молимся дальше. В каком положении находиться в храме физическом? В идеале, конечно, прийти в храм, встать на одно место и с него уже не сходить, просто креститься, кланяться и сосредотачиваться на молитве, на беседе с Богом. Вот. Но бывает так, что человек болеет, устал или еще что-то, и, допустим, он может ослабить одну ногу, то есть на одну коленочку так раз немножко расслабить, вот, на вторую коленочку, если ножки болят или поясничка. Вот. Руки, конечно, желательно держать по швам, вот, или стоять скрещенным на груди. Но это, конечно, уже такое проявление смирения в умиленное состояние. Вот. А так ручки по швам. Вот так руки держать перед собой не надо. Сзади там чесаться, ковыряться где-то. Ну, это просто неприлично. Есть правила поведения, есть нормы поведения. Вот. И образ православного стояния в храме – это свеча. Вот как свеча стоит ровненько, так и мы должны стоять ровненько, а сердце должно гореть, как пламя у свечи, в молитве к Богу. Вот к этому как бы мы и стремимся. Мы учимся, конечно, у кого-то это быстро получается, у кого-то этот процесс идет дольше, но потихонечку мы приучаемся. Что хочется пожелать всем? Изучайте свою веру, назидайте себя в этой вере, вот, исправляйте свою жизнь, преображайте, потому что жизнь православная
православного человека – это постоянное исправление своей души, постоянное ее очищение и как можно ближе стать к Богу, то есть соединение с Богом. Вот к этому стремитесь. Те средства, которые есть в церкви, это маленькие костылики, помогающие нам идти к Богу. Бог всем в помощь. 9 августа в праздник святого великомученика и целителя Пантелеимона митрополит Уфимский и Стрельтамакский Никон возглавил престольный праздник в Пантелеимоновском храме города Уфы. Владыке сослужил настоятель храма протоиерей Виктор Иванов и уфимское духовенство. После божественной литургии состоялся праздничный молебен и крестный ход вокруг храма. Затем владыка обратился к верующим с проповедью. Так, Святая Церковь напоминает нам о том, что событие, празднуемое сегодня, случилось в 305 году по Рождестве Христовом. Мы с вами знаем по истории Церкви, кто читал, может быть, что-то в книге или слышал в храме Божьем, что это годы страшнейших гонений на Церковь Христову, на христиан, исповедующих имя Божие. Его подвиг и чудеса, которые он и всегда совершал, и сейчас совершает, свидетельствуют нам и научают нас одному – в вере во всеблагой промысел Божий и в вере в то, что Господь, который сотворил небо и землю, который дал множество нам святых и дал примеры их жизни, что Господь не оставит и нас, каждого человека, поклоняющегося через какого-либо святого, оказывая ему почесть. Но в это же время мы оказываем почесть Богу, Божией Матери и всем святым, к кому мы обращаемся. Аминь. Всех вас с праздником, с Христовым. Дай Бог, чтобы мы с вами, видя перед собой пример твердой воли в промысел Божий, следовали бы хоть частично стопами святого великомученика и целителя Пантелеимона, обращались бы к нему с верой и надеждой. «10 августа, в день празднования в честь Смоленско-Бугобажской иконы Божьей Матери, глава Башкортостанской митрополии митрополит Уфимский и Стрельтамакский Никон возглавил праздничную божественную литургию по случаю престольного праздника в Бугобажском Богородице-Адигитриевском женском монастыре Нефтекамской епархии. Митрополиту Никону сослужили епископ Салаватский и Кумертауский Николай, епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий, епископ Сарапульский и Можгинский Антоний Удмуртской митрополии. Бугобажская икона Божьей Матери, высеченная в камне, является единственной чудотворной иконой Башкортостанской митрополии, сохранившейся в подлиннике. Точная дата явления святой иконы пока не установлена и не встречается в печатных трудах, но народные предания относят это знаменательное событие ко второй половине XIX века. Каждый год, 10 августа, в день празднования в честь чудотворной Бугобажской иконы Божьей Матери, со всех уголков страны к ней стекается множество людей со своими прошениями. Перед окончанием церковного года православная церковь отмечает 3 праздника, 3 Спаса. Первый Спас, Медовый, празднуется 14 августа. В православной традиции день 14 августа знаменателен количеством уместившихся в него важных событий и праздников. И происхождение честных древ животворящего креста Господня, и празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородицы, и память мучеников Маковейских, и начало Успенского
Успенского поста. Но самое важное, 14 августа начинается Успенский пост, по строгости почти равный Великому посту. Нельзя есть даже рыбу, кроме одного дня – Спаса-Преображения 19 августа. Успенский пост длится 2 недели, до Дня Успения Пресвятой Богородицы 28 августа, главного праздника почитания Девы Марии в православной традиции.